Театре юного зрителя Якутии прошел первый спектакль с тифлокомментированием «Камень счастья» совместно с Республиканской библиотекой для слепых. Тифлокомментирование – специальные словесные пояснения, подробно описывающие предметы, пространство или действия для слабовидящих и невидящих людей. Показ спектакля с тифлокомментированием состоялся благодаря гранту «Особого взгляда. Город Москва», который выиграл театр в этом году. Спектакль у нас, можно сказать, этот спектакль – визитная карточка нашего театра. И с этим спектаклем мы ездили не только по России и за рубежом, а выигрывали много театральных фестивалей, признания театральных критиков. Довольно-таки у нас это популярный спектакль. Аппаратура для тифлокомментирования состоит из аудиогида и наушников, которые выдаются зрителям перед началом спектакля. Сейчас в театре доступно 20 устройств для людей с нарушением зрения. Спектакль озвучивает сотрудник Республиканской библиотеки для слепых, профессиональный тифлокомментатор Евдокия Герасимова. Тифлокомментирование – это социальная услуга, предназначенная специально для слепых и слабовидящих людей. Но в театре, например, тифлокомментатор описывает абсолютно все. Смену декораций, взаимоотношения актеров, их костюмы, их внешний вид, абсолютно все. И даже мимику, жесты, все, что недоступно незрячему зрителю. Скажу, что для меня тифлокомментировать спектакль раньше не доводилось. Для меня это тоже первый опыт. И я уже убедилась в словах моих более опытных коллег, тифлокомментаторов из других регионов. Я много раз слышала от них, что тифлокомментировать спектакль гораздо сложнее, чем статичные объекты или фильмы. Это действительно так. Я разрабатывала спектакль, наверное, около месяца между своей основной работой. Старалась не упускать ни одной важной детали, потому что это очень важно для восприятия произведения, сценического искусства. Спектакль «Камень счастья» рассказывает историю о юноше по имени Хонни. Герой отправляется в далекий путь на поиски камня счастья, который, по легенде, может сделать людей счастливыми. Хонни предстоит встретиться и побороться с духами, людьми и животными. Еще понравилось, как музыка звучит, какой-то звук о том, что был темный лес. Море плещет все лето. Еще? Зима наступает. Старушка сердится на внука. Интересно было. Как ты думаешь? Очень интересно. Да, интересно. Первые впечатления были странные, но потом привыкли и все. Да, скорее всего, да. Потому что детям, которые не видят или плохо слышат. Очень интересно было. Да. Мы бы хотели еще провести такой спектакль. Мне очень понравилось. Мне тоже. Актерская игра и мне особенно понравилась девушка и главный герой. Остальные люди, наверное, тоже понравится это. В декабре театр юного зрителя покажет еще 2 постановки с тифлокомментированием. «Приключения Мойдодыра и Федора» и «Сказка о рыбаке и рыбке». В будущем руководство театра планирует вести тифлокомментирование во все спектакли.